Иван Михайлович Павлов. Солдат-победитель, учитель, летописец, фронтовик, написавший более 40 книг, большинство из которых посвящены увековечиванию памяти якутян, призванных в годы Великой Отечественной войны на фронт. Благодаря его кропотливой исследовательской работе были возвращены имена сотен и тысяч воинов-якутян, уточнены даты призыва, найдены места захоронений. Сердце ветерана остановилось в августе 2019 года. Ему было 98 лет. Целых 98 лет. Но как же мы все хотели, чтобы Иван Михайлович дожил до 75-летия Великой Победы, а потом и до своего векового юбилея. Боль утраты не утихает. Особенно остро мы ощущаем потерю в эти юбилейные дни, когда нам так не хватает его присутствия, к которому мы привыкли за почти 100-летнюю жизнь ветерана. Наш фильм – это дань глубочайшего уважения воину, учителю, летописцу, человеку, который всей душой хотел обессмертить имя каждого якутянина, призванного на фронт и вставшего на защиту своей родины в годы самой страшной войны в истории человечества. Интересно, сколько людей из народа Саха были во время Великой Отечественной войны солдатами, ординарцами? Людьми не только грамотными, но и умеющими на фронте все. Ведь они специально выделялись в распоряжение командного состава для выполнения особо важных поручений. Главным образом для связи и передачи приказаний. Командиры выбирали только самых ловких и смышленых. Ординарцы ходили на передовую, разведывали обстановку, передавали в точности задания командира и, главное, старались вернуться живыми и доложить о положении дел. Иван Михайлович Павлов, призванный на фронт в июне 1942 года, именно таким солдатом и был. Попав на войну после первого курса педучилища, он сразу показал себя грамотным и толковым воином. Из письма Ивана Павлова. Меня назначили связным к нашему ротному командиру. Я исполняю его специальные поручения и постоянно нахожусь при нем. Со мной рядом несколько земляков. Из Татты 2 парня, из Сунтар 4, еще один из Нюрбы. Меня зачислили на командирскую учебу. Скоро отправят на передовую. Я от вас ни одного письма пока не получил. 7 июля 1943 года. По воспоминаниям Ивана Михайловича, первый ротный командир выбрал его ординарцем из сотен бойцов. Однажды, выполняя его поручение, получил 7 ранений, но сумел выжить. За этот подвиг он был награжден медалью за боевые заслуги, которую сами фронтовики называют самой честной солдатской медалью. 28 августа 1943 года мы пошли в наступление, во время которого я получил 7 пулевых ранений. Первая пуля попала мне в пальцы правой руки. Я упал и пополз. Помню, был жаркий солнечный день. Меня бросало то в жар, то в холод, но я внимания не обращал. Ползу и помню, что сейчас должен быть овраг, но его все нет и нет. Тогда я чуть приподнялся на руках, чтобы оглядеться,
И тут в мою нижнюю челюсть попала пуля, и меня отбросило на спину. На некоторое время я потерял сознание. Но вскоре очнулся и левой рукой, поскольку правую уже перебинтовал до этого, осторожно ощупал челюсть. Потом вытащил из левого кармана гимнастерки кусок зеркала, который всегда носил с собой, и увидел, что у меня там зияет дыра, прямо как вход в пещеру. Там была видна кость и разорванное в клочья мясо. Я опять чуть не потерял сознание от боли, какое-то время полежал, чтобы успокоиться и прийти в себя. Потом хотел было встать, но не смог. Оказывается, правая нога тоже перебита. Посланный за Павловым связной, увидев, что он весь в крови, повернулся и убежал обратно. Но Иван Михайлович дополз до своей части и выполнил задание. «А что с тем солдатом стало, который бросил вас и не стал оказывать помощь?» «Не знаю», — ответил тихо Иван Михайлович после долгого раздумья. «Расстреляли за трусость? Не хочу об этом говорить. Наверное, у него было другое задание. Не знаю, выполнил или нет, но это была война». Солдатское спасибо вам за то, что вы щените, за то, что вы храните памяти всех погибших во время Великой Отечественной войны, в том числе якутян. Вы видите ставшими бесценными кадры, где запечатлен заслуженный учитель Якутской АССР Иван Михайлович Павлов. Он вошел в историю не только как ветеран войны и педагог, но и как настоящий летописец эпохи. Он автор 43 книг, из которых 29, в том числе и 4 тома республиканской книги «Мемориал. Память», изданные под его непосредственным руководством, посвящены увековечиванию памяти воинов-якутян. За этот поистине титанический исследовательский труд по созданию мемориальной книги, ставшей народной святыней в 1995 году, Ивану Павлову наравне с Климентом Корякиным и Михаилом Габышевым была присуждена государственная премия республики имени Платона Аюнского. Иван Михайлович Павлов, В Якутии работа над изданием мемориальной книги «Память» началась в 1989 году, когда первый президент республики Михаил Ефимович Николаев был еще секретарем обкома партии. Тогда Иван Михайлович был включен в состав рабочей комиссии. Потом, в 1995 году, уже в качестве президента республики, Михаил Ефимович обновил состав редакционной коллегии. Иван Михайлович был назначен руководителем рабочей группы, старшим редактором редколлегии. Огромную работу, которая шла все эти годы, возглавил бывший тогда заместителем председателя правительства Климент Корякин. Благодаря ему и его соратникам, заместителю председателя Совмина Якутской АССР, ветерану войны Михаилу Прокопьевичу Габышеву, на свет появился капитальный труд. Были возвращены народу имена очень многих якутян, в том числе и чурапчинцев, пропавших без вести на полях сражений. В 1989 году, тогда еще в Советском Союзе, было решено издать мемориальную книгу памяти, посвященную Великой Отечественной войне. На уровне Союза была создана большая редакционная коллегия, и для всех представителей союзных и автономных республик
были организованы собрания и методические семинары. От нас туда поехали председатель Республиканского комитета защиты мира Михаил Габышев, а также ветеран войны, кавалер боевых орденов и медалей Александр Кривцов. Позже на эти семинары был отправлен и Иван Павлов. Республиканская общественная редакционная коллегия книги «Память» с честью выполнила возложенную на нее сложную задачу. Иван Михайлович вспоминает, что в Москве после издания первых томов состоялся анализ проделанной работы на местах. Работа редакционной коллегии Якутии была отмечена как одна из лучших в стране. Мы все чрезвычайно рады, что огромная ответственная работа, взятая Иваном Михайловичем на себя, достойно завершилась. Его труд, которому он посвятил все последние годы жизни, был оценен по заслугам. Он выступил в роли историка, в роли поисковика. Неоценима его роль в возвращении и достойной оценки забытых подвигов якутских солдат. Вместе с тем надо прямо сказать, что Иван Михайлович поставил на место тех, кто, пользуясь конъюнктурой военной тематики, возросшей исторической ролью солдат-победителей, попытался воспользоваться этим. И об этом люди тоже должны знать. Раз мы заговорили о книгах, то стоит отметить, что любовь к ним Иван Михайлович пронес через всю свою жизнь. Конечно, в 16 лет, когда его трудовая биография началась с работы заведующим избы-читальней в родном Наслеге, он не мог знать, что на склоне лет он напишет свыше 40 книг. И все они будут востребованы читателями. Как писатель, исследователь, краевед и историк, он был большим другом Чурапчинской районной библиотеки. Все свои новые книги ветеран представлял читателям именно здесь. Иннегынан болланы жахаңа кениге үлели хыджан уже бихигини билихиннеререте. Маннык темага, маннык кенигеге үлели хыджабын, батча суру. О своей новой книге он рассказывал нам, когда еще только начинал работать над ней. Говорил, о чем она будет, когда она подойдет, и мы заранее договаривались с ним о том, как сделаем презентацию. Начинали готовиться к мероприятию, и иногда бывало даже так, что свежеотпечатанный тираж издания поступал нам только в день встречи с читателями. Но мы были уже готовы благодаря его черновикам. Читатели любили его книги, его работы были востребованы. На встречу с автором всегда приходило много народу, и они очень активно обсуждали очередную новинку. Иван Михайлович посвятил своим землякам-чурапчинцам, призванных на войну и на трудовой фронт, 17 книг. Ветеран хотел, чтобы эти данные передавались из поколения в поколение. Он всегда говорил мне: «Яков, вы должны четко знать и донести до следующих поколений, что в годы войны из Чурапчинского улуса было призвано 2170 человек. Из них 1889 воевали, а 231 были на трудовом фронте. С войны домой не вернулось 975 наших земляков. Эти данные могут меняться, но я имею право открыто требовать, чтобы вы пока всегда отталкивались от тех цифр, которые вам оставляю, поскольку я досконально изучил, сколько было человек призвано из каждого чурапчинского наслега». Большую помощь в издании книг, написанных и подготовленных Иваном Михайловичем к печати, оказывало редакционно-издательское объединение «Саңа-Оллох» родного Чурапчинского улуса. Это издательство в течение 13 лет возглавлял лауреат республиканской премии имени Илларионова в области журналистики Афанасий Захаров.
Он в основном писал воспоминания на военную тематику, но, насколько я знаю, пробовал себя и в художественной литературе. Иван Михайлович сочинял рассказы по мотивам старинных преданий, услышанных и собранных им в разное время. Он оставил несколько таких книг. Например, им обработаны предания о родном наследии, о селе Мындагай. Он также написал прекрасную книгу о легендарных охотниках своего наследия. Однажды посчитал, что во время работы в издательстве я подготовил к печати 7 книг ветерана, в которых выступил в качестве редактора. Я, конечно, счастлив от того, что мне довелось работать вместе с Иваном Михайловичем. Из официальной биографии Ивана Михайловича Павлова. Иван Михайлович Павлов родился 31 января 1921 года в Балугурском наследии Чурапчинского района. Образование высшее. Окончил историко-филологический факультет Якутского госуниверситета по специальности учитель истории. В 1942 году был призван на фронт. Участвовал в кровопролитных сражениях на Курской дуге, в Прибалтике, Восточной Пруссии, дошел до Кёнигсберга. В общей сложности был 8 раз ранен. За мужество, проявленное на полях сражений, награжден орденом славы 3-й степени, медалями за боевые заслуги и за взятие Кёнигсберга. По возвращению с фронта 46 лет проработал учителем. Иван Михайлович был учителем, воспитателем в Чурапчинской, Тулагино-Кильдямской 7-летних школах и в Чурапчинской республиканской спортивной школе-интернате имени Дмитрия Коркина. За скупыми строками жизни Ивана Михайловича скрывается трагическая и нелегкая судьба родителей и его самого. На первый взгляд, это обычная история жизни человека, призванного на войну, но сумевшего выжить, вернуться домой и показать себя и в мирной жизни. Но в то же время это удивительная судьба человека, достойно прожившего почти 100 лет, ни разу не запятнав свое высокое звание воина-победителя. Его мать, Мария Федоровна Павлова, родила 17 детей, из которых выжило всего 5. Ваня родился 13-м ребенком, и он стал первым оставшимся в живых мальчиком. Однажды, когда 9-летний Ваня играл во дворе с другими ребятами, 2 незнакомых людей спросили его: «Хочешь учиться?» Мальчик хотел. Осенью того же года его отец Михаил Григорьевич Павлов определил его на постой к Терентию Дичковскому, жившему в селе Сулгачи. Там в 1930 году открылась 8-летняя школа. За проживание отец мальчика заплатил Дичковскому корову 3-летку. За год до начала войны Иван поступил в Чурапчинское педагогическое училище, а летом 42-го его призвали на фронт. По словам председателя благотворительного фонда «Союз пенсионеров Балугурского наследия» Николая Михайлова, с их наследия на фронт было призвано 126 человек. Из них 23 были привлечены на трудовой фронт. Из 103 воевавших выходцев наследия на поле боя смертью храбрых пали 48 человек. К 60-летию Великой Победы на месте, откуда призванные на фронт жители Балугурского наследия уходили на войну, был установлен мемориальный комплекс.
Однажды Иван Михайлович сказал мне, что необходимо начать работы по увековечению памяти земляков, ушедших на фронт. Честно говоря, я был очень рад, когда ветеран на склоне лет решил перебраться на свою малую родину. Я прекрасно понимал, что, несмотря на преклонные года, его знания и жизненный опыт были незаменимы для написания истории нашего балугурского наследия. Накануне 60-летия Великой Победы я сказал Ивану Михайловичу, что есть такая песня «Мен мантан серига барбатым» «Я отсюда ушел на войну», смысл которого можно использовать при строительстве мемориала. Предложил ветерану установить мемориал на том месте, откуда они уходили на войну. Ему понравилась моя идея, и мы специально приезжали сюда на машине, чтобы на месте посмотреть, что и как можно установить. Увиденным Иван Михайлович остался доволен. Он похвалил меня, сказал, что я нашел самое подходящее для мемориала место. А я уже до этого советовался со стариками, которые прошли через огонь войны, и узнал, что именно здесь, на 18-м километре дороги в Чурапчу, они останавливались, чтобы попрощаться с синеющими вдали родными горами. Иван Михайлович в своей автобиографической книге напишет пронзительные строки о том, как не попрощался с матерью, сердце которой обливалось кровью. Мать, встав на пороге дома, была готова не пустить сына на войну. Отец ушел куда-то, чтобы сын не видел его слез. Иван, которому тогда был 21 год, молча отодвинул мать и покинул родной дом. Ни слов прощания, ни слов благодарности. Он ушел и больше ее не увидел. Мария Федоровна Павлова умерла зимой 1943 года. Последними словами моей матери, говорят, были слова о том, что ее сын обязательно вернется. Написал об этом Иван Михайлович. Даже сейчас, когда мне уже далеко за 80, я вспоминаю тот день, час и минуту расставания с матерью, и к горлу подступает ком, и мне трудно говорить. Я был очень долгожданным мальчиком в семье, и потому, наверное, был избалован. Как же, наверное, она любила и ждала меня. Отец Павловых был очень трудолюбивым и работящим человеком. Они, как и многие в те времена, жили за счет личного хозяйства, держали коров. Мать Ивана смотрела за скотиной. Их алас, расположенный в 3 километрах от села Мандагай, назывался Алас Нилла. Именно там Иван научился трудолюбию и порядку. Можно сказать, что его трудовая биография начиналась там, поскольку все дети помогали своим родителям по хозяйству. Утром, перед тем, как идти в школу, он успевал заготовить дрова для дневной растопки печи, сложить их в поленье. Одним из ключевых моментов периода завершения войны было освобождение Кёнигсберга. На территории Восточной Пруссии развернулся огромный по масштабам фронт боевых действий. Именно во время этой наступательной операции Иван Михайлович отличился вновь и был награжден самой главной солдатской наградой Великой Отечественной войны – Орденом Славы. В представлении Ивана Павлова к ордену написано: «При штурме города Найденбург младший сержант Павлов убил из автомата 13 немцев. В местности Шёнвальд поднял стрелковую роту в атаку. Там же вынес с поля боя 10 тяжело раненых с их оружием. Под городом Найденбург был ранен, но не ушел с поля боя. Достоин правительственной награды Ордена Славы 3-й степени». Сам же герой нашего фильма рассказывает об этом как о событии очень скромном и обыденном.
Найденбурден коракка бахар бытым. Уштурмалан ылар биреметер. Оны испер тарахавар кален түспите. Бульджа. Оны взвод командир. Я был ранен во время штурма города Найденбург. Пуля попала мне в живот. Командир взвода приказал старшему сержанту, чтобы он сопроводил меня в санчасть, а уже потом догонял своих. С этими словами он ушел. Мы со старшим сержантом остались вдвоем. Он говорит мне: «Давай, посмотрим твое ранение». Я расстегнул ремень, приподнял гимнастерку, и тут он как закричит: «О, вот она!» Оказывается, пуля то ли срикошетила, то ли что, но в общем в мой живот она вошла лишь наполовину. Она торчала, ее было хорошо видно. Старший сержант тут же ловко вытащил ее, и я решил, что это пустяковое ранение, и предложил ему не идти в санчасть, а перебинтовать рану и сразу догонять своих. Это, видимо, было одной из причин того, что меня представили к боевой награде. Санчаска барбакка жоннор бутен экреттиби тохтути хамбара. Онон биричине ол болбута бахарам баран санчаска барбатах этон госпиталга барбатах. Как жаль, что невозможно в одном коротком документальном фильме прочитать все письма Ивана Михайловича, отправленные с фронта. Читаешь их и понимаешь, что в этих бесценных строках не просто отчет о том, что и как с ним, но и огромная забота о родных, желание помочь им, даже находясь на войне. Из письма Ивана Павлова. Сейчас перерыв между боями. Ждем врага со стороны моря. Здесь вокруг все цветет. Весна наступила давно. Гомон птиц, крики уток и гусей напоминают мне родную Якутию. Я вам, отец, старшая сестра, сестренка и братик, отправляю свое наградное удостоверение на орден славы 3-й степени. Значение ордена велико, и оно должно помочь вам в налоговом послаблении. Найдите возможность воспользоваться этим. Я каждый месяц отправляю вам денежный перевод. Получил недавно свыше 20 номеров газеты «Кым». Очень рад. 18 апреля 1945 года. Показательно еще одно письмо Ивана Михайловича, в котором он предстает перед нами не по годам мудрым человеком. Дни и годы летят. Держим оборону уже на немецкой земле, недалеко от моря. Здесь очень много фашистов, которые отстали от своих и попали в окружение. Их ловят каждый день. Пишу вам из дома, который они оставили. Жили немцы очень хорошо. Я всем вам советую: учитесь хорошо, не балуйтесь и, главное, учите русский язык. 19 февраля 1945 года. Когда изучаешь биографию нашего героя, то трудно отойти от мистики цифр. Например, Иван Михайлович ушел на фронт 20 июня 1942 года, а ступил на родную Чурапчинскую землю ровно 4 года спустя, опять же 20 июня, но только 1946 года. Он и сам позже удивлялся этому обстоятельству. После возвращения на родину Иван Михайлович побывал на 2 эсэхах. А осенью того же года он устроился работать учителем физкультуры Чурапчинской 7-летней школы. На следующий год он попросился в свою родную школу в село Мындагай, но мечта о продолжении учебы не давала фронтовику покоя, и он решил восстановиться в училище как фронтовик. Так Иван Михайлович стал студентом выпускного 4-го курса Чурапчинского педучилища. Из воспоминаний Ивана Павлова. На 4-м курсе училища нас было 42 человека, разбитых на 2 группы. Нас, фронтовиков, пришедших продолжать прерванное войной обучение, в группе было 4 человека. Это, кроме меня, Наум Трифонович Слепцов из Татты, а также Илья Сафронович и Николай Романович Хаютановы.
Был еще Николай Гаврилович Кардашевский во второй группе. Все они воевали с японцами. В учебе из нас особо выделялись Николай Хаютанов и Наум Слепцов. Ветеран войны Наум Слепцов познакомился с Иваном Михайловичем в 50-м году, когда сразу после демобилизации пришел поступать в Чурапчинское педучилище. Таких, как он, оказалось 4. По его словам, они, фронтовики, учились вместе с теми, кто был моложе их на 11-12 лет, а Иван Михайлович был старше их и вовсе на 16-17 лет. Наум Слепцов был награжден боевым знаком «Отличный пулеметчик», орденом Отечественной войны второй степени. Впоследствии стал отличником народного просвещения РСФСР, почетным гражданином 3 улусов и 3 наслегов. Он ветеран спорта РСФСР, имеющий разряды по многим видам спорта. Несмотря на свои 96 лет, по-прежнему полон энергии и оптимизма. Я прекрасно знал Ивана Михайловича. Более того, считаю, что лучше меня его никто не знает. Мы с ним были знакомы и дружили на протяжении 69 лет. В этом году должно было исполниться 70 лет нашей дружбе. И за все это время мы ни разу не поссорились, всегда относились друг к другу с уважением и пониманием. Я могу его так охарактеризовать. Он был настоящим человеком, умел дружить, был готов всегда прийти на помощь, подставить свое плечо. Впрочем, он также уважительно относился и к другим нашим однокурсникам. И потому люди тянулись к нему. Он пользовался заслуженным авторитетом и уважением. Не помню, чтобы он отозвался о ком-нибудь плохо, тем более за спиной того человека. У него всегда были хорошие и добрые мысли. Таким я его и запомнил. Из тех, кто учился вместе с Иваном Михайловичем в педучилище, сейчас в Чурапче живет заслуженный учитель Якутской ССР, кавалер ордена «Знак почета», делегат 3-го Всесоюзного съезда учителей Екатерина Семеновна Лукина. Я поступила в Чурапчинское педучилище в 47-м и проучилась 4 года. Когда мы в 51-м учились на последнем 4-м курсе, к нам присоединились парни, которые прошли войну и которые были старше нас. Это были Иван Михайлович Павлов, воевавший на Западном фронте, Николай Гаврилович Кардашевский, Николай Романович Хаютанов и Наум Трифонович Слепцов. Мы встретили их как родных, подружились и учебу завершили душа в душу. Хайтанов, Николай Романович, Уанна Слепцов, Наум Трифонович, Уалаттар калбиттера. Отону бихи Олох симбир бейбит оğlar bu kurdu körömmüt birge üyerenen ol hılı naha çöydük atar bu pıt. Екатерина Семеновна, за которой в училище с 1-го курса прикрепилось прозвище «Чахалыс», что переводится как «яркое» или «сияющее», рассказывает, что они всем курсом после учебы впервые встретились лишь 12 лет спустя. Потом это стало доброй традицией. По словам Екатерины Семеновны, они в Чурапче всегда встречались у нее, поскольку она жила рядом с педучилищем. Старались делать это регулярно, но годы идут, и сейчас из 42 человек их курса в живых осталось только 6. В связи с тем, что мы вспомнили славных выпускников Чурапчинского педучилища, уместно сказать несколько слов и о другом выпускнике, тоже ветеране войны, с которым Иван Михайлович был хорошо знаком. Мы говорим о Гавриле Дмитриевиче Ефимове, чей 100-летний юбилей общественность Чурапчинского улуса и республики отметила в этом году. Гаврил Дмитриевич училище окончил за годы войны, успел поработать учителем, а призвали его в 42-м. Он кавалер ордена Красной Звезды и Отечественной войны 1-й степени, а также ордена Дружбы. В мирное время ветеран войны стал заслуженным работником культуры республики и отличником народного просвещения. Он первый председатель Республиканского общества инвалидов. Поэт, переводчик и историк Гаврил Дмитриевич много сил и энергии отдал увековечиванию имен воинов-якутян. Легендарного артиллериста Гаврила Протодьяконова,
воинов-братьев Илларионовых, Артемьевых, Ефимовых, Малгиных и многих других. Земляки с благодарностью вспоминают, что именно Гаврил Ефимов первым поднял вопрос о восстановлении исторической и социальной справедливости в отношении чурапчинских переселенцев. После окончания Чурапчинского педучилища Ивана Михайловича направляют учителем физкультуры в Тулагино-Кильдямскую школу. Этот период жизни ветеран вспоминал с благодарностью. Он писал, что 8 лет работы в Тулагино-Кильдямцах пришлись на самые прекрасные годы его молодости, и потому он всегда с особой теплотой вспоминает те времена. Ветеран еще очень долго переписывался с теми, с кем вместе работал, с учениками, которых воспитал, и они ему отвечали тем же. В 7-летней Тулагино-Кильдямской школе нас учили многие учителя, внесшие заметный вклад в образование республики. Одним из таких педагогов был ветеран войны Иван Михайлович Павлов. Помимо преподавания физкультуры и истории, он успевал работать еще и воспитателем интерната при школе. До сих пор удивляюсь тому, как он все успевал. Я с детства мечтал стать спортсменом и потому всегда с охотой занимался на уроках физкультуры. В те годы спортзала в нашей школе не было, но Иван Михайлович соорудил нам шведскую стенку в коридоре и перекладину для подтягиваний. Зимой лыжи, а волейбольная сетка во дворе школы натягивалась с первыми теплыми деньками. С высоты сегодняшнего дня понимаю, что наш учитель работал с нами творчески, выжимая из имеющихся тогда скудных подручных средств все, чтобы его ученикам было интересно и полезно. Не зря все ученики любят его до сих пор. Всегда вспоминают добрым словом. В разных должностях в системе образования Иван Михайлович проработал 46 лет. После 8 лет в Тулагино-Кильдямской школе они с женой и детьми переехали в Чурапчинский район. В родном Улусе Иван Михайлович стал директором детдома в селе Дерин, а затем, начиная с 60-го года, был старшим воспитателем, завучем и учителем истории в спортивной школе-интернате в Чурапче. А потом до выхода на пенсию в 1989 году ветеран 16 лет учил детей начальной военной подготовки. Иван Михайлович Бегини был Иван Михайлович преподавал нам в Чурапчинской спортшколе историю, а потом был, как тогда называли, военруком. Он целенаправленно готовил нас к службе в армии. Мы под его руководством учили армейский устав, боевую подготовку, тактику, действия солдата в составе подразделения и еще много чего другого. Боевая подготовка, действия солдата, подразделений. Когда после школы призвали в армию, то нас, по большому счету, командирам и учить-то многому не надо было. Мы были уже готовыми солдатами. Практически öğretilere de huvadı. Belem de onu tiydak bitti. Действительно, как военрук, Иван Павлов оставил в памяти мальчишек яркое впечатление. Не случайно многие из них впоследствии стали кадровыми военными офицерами, связали свою жизнь с профессией защитника Родины и правопорядка. Он всегда учил нас думать
думать и еще раз думать перед тем, какое-то решение принимать. Не зря очень много учеников, его выпускников являются на сегодняшний день офицерами правоохранительных органов, силовых структур, вооруженных сил, спецорганов. Если я скажу, что их за сотни человек, я не ошибусь. Иван Маркович, кадровый военный, служил в пограничных войсках. В советское время был командиром соединения, заместителем командующего Арктическим пограничным округом. Орденоносец, участник военных действий. Уйдя на пенсию, в звании полковника много лет возглавлял Якутское региональное отделение Стрелкового союза России. В настоящее время является заместителем председателя Федерации пулевой и стендовой стрельбы республики, председателем спортивно-патриотического клуба «Патриот». Как и свой учитель, он бережно и уважительно относится к своим ученикам. Иван Маркович, как тренер, воспитал немало чемпионов и призеров России и республики по пулевой и стендовой стрельбе. Другой воспитанник Ивана Михайловича, Николай Кульбертинов, в школе-интернате оказался, когда учился в 6 классе. Его отобрали как одного из самых перспективных юных борцов Алекминского района и направили в кузницу борцовских чемпионов – в Чурапчу. Было это в 1973 году. Николай Иванович утверждает, что именно Иван Павлов оказал огромное влияние на выбор будущей профессии. Требовательная, он бары кинене Иван Михайлович кора даже остановил. Иван Михайлович, как педагог и воспитатель, был требовательным человеком. Могу сказать, что мы, глядя на него, гордились им. Он, тогда еще достаточно молодой, был всегда очень подтянут. Таким он остался в моей памяти. Особые требования для воспитанников у него были и к своему предмету. Помню, он устраивал для нас специальные вечерние или ночные тревоги. Мы должны были одеться за определенное время и сделать несколько кругов вокруг школы в противогазах. Все это воспитывало нас настоящими мужчинами. Он готовил нас к армии. Наш ветеран был по-настоящему мудрым человеком, перед которым я преклоняюсь. Он всем нам служил примером. Я убежден, что именно он повлиял на выбор моей будущей профессии. Он кинемияха бу военнетнен бу тухменисетнен үлели бараме хороготнен кине блибетен дайта барабу яханевын. Гордость якутского и российского спорта, трехкратный чемпион мира и олимпийский чемпион по вольной борьбе Павел Пенигин также учился и воспитывался в спортивной школе-интернате, когда там работал Иван Михайлович. В одном из интервью наш чемпион, в числе прочих качеств, способствовавших тому, что он стал победителем Олимпийских игр и многих других соревнований, назвал патриотизм. И это не случайно. Отец Павла Пенигина был ветераном Великой Отечественной войны. Павел Павлович-старший – солдат-орденоносец, прошедший через огненную Курскую дугу. И его сын не понаслышке знает, что такое быть патриотом Родины. Воспитательные камеры, гимбиркины, бигины, бияхат, бахтакиятин, калан, бетин, сыру, херигёдибутун. Когда Иван Михайлович был у нас воспитателем, он часто приходил к нам по вечерам, рассказывал о том, как воевал. Теперь я понимаю, что через такие разговоры он воспитывал нас патриотизму. Мы слушали его очень внимательно. Он был хорошо знаком с моим отцом, оба земляки, фронтовики. Хоть и не вместе, но воевали на Курской дуге, были тяжело ранены и знали, что такое война и смерть. Мой отец и Иван Михайлович привили мне чувство любви к своей родине. Они воспитали меня настоящим патриотом. После того, как ушел с большого спорта, я служил в армии в звании капитана.
По возвращению на родину я долгое время работал в системе Министерства внутренних дел, дослужился до полковника. И в этом несомненная заслуга Ивана Михайловича и моего отца. Иван Михайлович был многогранным человеком, человеком большой души и масштаба. Он призывал уважать и отдавать почести не только ветеранам войны и труда, но и всем, кто прославляет республику и страну в целом. У ветерана было еще одно пожелание. Он говорил нам: вы, спортивная общественность, должны понять, что Павел Пинигин – это наша гордость, олимпийский чемпион, и потому в центре Чурапчи вы должны поставить ему памятник. Спортивный музей Чурапчи. Сколько бы времени ни прошло с той поры, как Иван Михайлович ушел на пенсию, он всегда был желанным гостем родной школы-интерната. Мы так встречали День Великой Победы с Иваном Михайловичем. Он заранее звонил нам, уточнял, все ли готово. Предупреждал, чтобы в центре стадиона никого не было. Все дети должны находиться по краям. Только тогда, говорил он, всем будет хорошо видна эстафета и будет ясно, кто побеждает в ней. У него на все были свои взгляды. Как человек военный, он на всех мероприятиях, проводимых для учащихся, очень строго придерживался времени начала. Тоже заранее звонил и спрашивал: «Николай Николаевич, до нашего мероприятия осталось всего несколько дней. Вы точно начнете его в запланированное время?» Я успокаивал его, говорил, что все начнем строго по часам, и приглашал его прийти и быть нашим дорогим гостем. Только после этого ветеран успокаивался и оставался доволен. Впрочем, ветеран очень трепетно относился не только к мероприятиям, проводимым для учащихся, но и ко всему, что происходило в его родном Улусе. Он ставил перед своими земляками конкретные задачи. Главой Улуса я стал уже после смерти своего отца. И в какой-то момент я подумал, что в наше патриотическое воспитание надо влить свежую струю. Мы посоветовались и в 2015 году впервые провели, как мы его называли между собой, военизированный парад. Хотя, конечно, он таковым и не являлся, но население восприняло его на ура. Одних лишь зрителей было свыше 3000 человек, а в самом параде участвовало свыше 1000 человек. В этом году мы планируем провести еще более грандиозный парад. Слова Андрея Тимофеевича не пустая бравада. Он знает, о чем говорит. Все, что связано с Великой Отечественной, он воспринимает близко к сердцу, поскольку его отец, Тимофей Степанович Наговицын, тоже фронтовик, участвовал в освобождении Польши, форсировал Буг и Вислу, освобождал Прагу, кавалер 2 боевых орденов Красной Звезды. Тимофея Степановича не стало в 2007 году. Они с женой Матрёной Андреевной прожили достойную жизнь. Славное имя ветерана продолжают 6 его детей и множество внуков и правнуков, в том числе и многократная чемпионка мира по шашкам Рена Наговицын. По словам Андрея Тимофеевича, его отец с Иваном Михайловичем одногодки.
Оба 21-го года рождения, на фронт призывались в июне 42-го, оба домой вернулись в 46-м. Они дружили до конца своих дней. Мой отец дружил с Иваном Михайловичем до самой своей смерти. Его не стало, когда ему было 86 лет. Списки всех ушедших на войну с Мугудая и Тюлёя, который был тогда участком, сделал мой отец. Республика по достоинству оценила подвижнический труд Ивана Михайловича. В 2015 году за многолетний добросовестный труд и выдающиеся заслуги в увековечении памяти участников и ветеранов войны Иван Павлов был награжден орденом «Полярная звезда». Вручение высшей награды республики состоялось в Чурапче на торжественном открытии празднования 70-летия Великой Победы на новеньком стадионе Ботур-Ус. Иван Михайлович посвятил свою награду землякам-чурапчинцам. Я считаю, что эта награда не только мне, но и всем тем, кто ковал победу в тылу, нашим отцам и матерям, дедушкам и бабушкам, и, конечно, всем вам. Ваш вклад бесценен, и поэтому я славлю вас, благодарю вас. Хочу особо отметить, что к 70-летию Победы в Улусе проделана огромная работа. В каждом наследии появился новый сквер, установлены новые памятники. Я уверен, что эта работа будет продолжена и дальше. По словам председателя Совета ветеранов Чурапчинского Улуса Матрёны Матвеевой, в последние годы в Улусе сделано очень многое для увековечивания памяти земляков. Например, в Улусном центре разбит красивый сквер с памятником, инициированный Иваном Михайловичем. Эта местность в центре Чурапчи называется Бютей-Кюрё. Начиная с 1941 года, с самого первого призыва наши земляки на войну уходили именно отсюда. Здесь в те времена был небольшой, но никогда не пересыхающий водоем. И здесь, к 60-летию Победы, мы разбили первый сквер. У Ивана Михайловича всегда было много идей, одна из которых воплотилась в прошлом году. Он предложил установить в этом месте памятник «Я отсюда ушел на войну». Идею ветеранов в жизнь воплотил художник, скульптор, заслуженный работник культуры республики Григорий Григорьевич Турантаев. Памятник жителям очень понравился. Мы его торжественно открыли в сентябре 2019 года. Венок памяти павшим воинам за освобождение новгородской земли 23 февраля 1943 года возложить. В родном Улусе Ивана Павлова
Военно-патриотическое воспитание всегда было на высоте. Но в Чурапчинской школе, носящей имя ветерана, эта работа в особом почете. Тут, конечно, велика роль директора Михаила Владимировича Дичковского. Он не только является учеником Ивана Михайловича, но и, будучи депутатом Улусного собрания, добился того, чтобы возглавляемой им школе было присвоено имя его учителя. Педагогический коллектив и ученики очень гордятся этим. Накануне празднования 65-летия Великой Победы мы, улусные депутаты, поставили вопрос о том, что необходимо увековечить имя Ивана Михайловича. Сейчас уже не помню, кто сказал, но прозвучало, что людям почести надо воздавать, пока они живы. Мы сказали, что должны проявить уважение к ветерану войны Ивану Михайловичу Павлову, который увековечил имена тысяч якутян, и присвоить его имя самой молодой школе нашего улуса в селе Чурапча. Наше предложение было поддержано всеми депутатами Улусного собрания. Случилось это 19 мая 2010 года. Большая патриотическая работа в школе, носящая имя Ивана Павлова, не осталась незамеченной. Теперь она является опорной школой по патриотическому воспитанию не только Чурапчинского района, но и всей заречной группы улусов. В школе организовано юнармейское движение «Юные карбышевцы», открыт музей боевой славы имени Ивана Павлова, работает патриотический клуб «Память». На базе школы проводится республиканская научно-практическая конференция «Павловские чтения». Школе очень повезло, что все это было заложено и начало работать еще при жизни ветерана. Безусловно, когда ветеран приходит на встречу и лично сам рассказывает, это действует намного сильнее, чем, например, просто смотреть документальный фильм. Я уверен, что это остается в памяти учащихся навсегда. Коллектив школы во главе с нашим директором Михаилом Владимировичем постоянно поддерживали связь с Иваном Михайловичем. Он был частым и желанным гостем наших мероприятий. Павловские чтения начались в 2011 году. В январе этого года состоялись уже 6-е по счету республиканские чтения. Они стали внеочередными и были посвящены 75-летию Победы и 99-летию Ивана Павлова. В них участие приняли 132 ученика и 50 педагогов. Кроме того, заочно было рассмотрено 19 работ из 6 улусов Крайнего Севера. В общей сложности в этом году в павловских чтениях очное участие приняли 182 человека из 11 улусов и города Якутска. Большую патриотическую работу ведет созданный при школе музей боевой славы. По словам кадрового военного офицера, ветерана локальных войн майора Семена Никитина, музей был организован в 2016 году. Здесь проводятся уроки мужества. Первыми его экспонатами стали личные вещи Ивана Михайловича, а также подарки, сделанные ветерану отдельными людьми и общественностью улуса. Музей, несмотря на то, что он официально считается школьным, практически сразу стал центром поисковой работы, средоточием уникальных списков, призванных на фронт чурапчинцев. Эти списки были представлены Иваном Михайловичем. Сотрудники музея всегда помогают людям, нуждающимся в уточнении данных своих родственников, которые воевали или работали в тылу. Экспозиция музея продолжает пополняться. Иван Михайлович Первыми экспонатами музея стали одежда Ивана Михайловича, его письменный стол. Постепенно появились и другие ценные вещи.
Из последних приобретений можно показать вот эту каску. Мы приняли участие во всероссийском конкурсе докладов к 70-летию победы в Сталинградской битве, и наш ученик оказался в числе дипломантов. Он был приглашен на раскопки в местах сражений и оттуда привез эту каску, ленту, шомпол и масленку. Здесь демонстрируются бинокли и другие вещи, подаренные Ивану Михайловичу. Не так давно директор школы Михаил Дьячковский ездил с учениками в Старую Руссу, возле ставшей для нас священным озера Ильмень. Они привезли оттуда землю, а туда доставили горсть родной якутской земли. Наш рассказ был бы неполным без истории семьи Ивана Михайловича. Без рассказа о его самом надежном тыле, жене и детях, без их воспоминаний. Прошедший огонь, войну и потому особо ценящий уютный семейный очаг Иван Михайлович был любящим и заботливым мужем, внимательным отцом, дедушкой и прадедушкой. Свою будущую жену я встретил вскоре после приезда на родину в 1946 году. Оказалось, что Настя Нестерова жила у моей сестры Марии Марковны Аргуновой в нашей родной местности Нилла-Алас. В тот год я часто бывал у них. Видимо, мне запало в душу то, что Настя была очень аккуратной, чистоплотной и ладно скроенной, а также то, что она была настоящей мастерицей. Летом следующего года ее назначили бухгалтером райсоюза в Чурапче, а я, наоборот, осенью перевелся оттуда учителем в родную школу в Мандагай. Мы начали переписываться. Иван Михайлович работал учителем физкультуры в родном селе Мандагай. Но мечта о продолжении учебы не давала фронтовику покоя. В 50-м году Анастасия сказала, что ему в дальнейшем будет трудно без специального педагогического образования, и посоветовала ему восстановиться в училище как фронтовику. Учебу Иван Михайлович окончил в 30 лет. Его направили учителем физкультуры Тулагино-Кильдямской школы. К этому времени уже родились оба его старших сына – Ваня и Миша. Уже на новом месте у них с Анастасией появились Люся, Альбина и Наташа. Забегая вперед, скажем, что дети Ивана Михайловича, Люся и Михаил, пошли по стопам отца и стали учителями. Иван был механизатором, а младшая Наташа – овощеводом. Любимой жены Ивана Михайловича не стало в 2003 году. Они прожили вместе 56 лет. Последние годы Анастасия Михайловна тяжело болела. Она перенесла несколько инсультов, и Иван Михайлович нежно и терпеливо ухаживал за ней. Оставшись без жены, ветеран напряженно работал. За 1,5 десятка лет им было написано большое количество воспоминаний, подготовлено к печати немало изданий. Рассказать вкратце о самом близком и дорогом тебе человеке всегда бывает очень сложно. И потому Михаил, который пошел по стопам родителя и стал учителем, поведал нам историю о том, как однажды устроил встречу своих учеников с отцом и что из этого вышло. Кене курска дуга эти улахан танковая хериге кыттут кихе. «Ваш отец, оказывается, настоящий герой», — сказали мне восхищенные ученики после встречи. Давайте по его рассказу о Курской дуге мы сделаем панораму танковой битвы, изготовим пластиковые модели советских и немецких танков. Потом напишем доклад и примем участие в научно-практической конференции. Меня обрадовало, что это было предложение самих учеников. И действительно, поставив такую задачу, мы через некоторое время воплотили ее в жизнь и успешно участвовали во многих
ученических конференциях. Научныйдырга кыттаммыт, хен сетихилэхтик кыттууппут. Күнді Иван Михайлович, бағыба әйекелер ылжықтабы күтігер көпсәбіт кетігер. Kim dengeli de? Игнатий Анатольевич. Оларын хаханды ылжыман, онда жаллақ болды. Evet. Ama hıbalarız. Последние 8 лет жизни Иван Михайлович провел на малой родине, в селе Мындагай, у своей младшей дочери Натальи. Зять Дмитрий Ноев по просьбе ветерана выстроил во дворе отдельный дом для него, чтобы он мог работать в тихой, спокойной обстановке. Наш отец переехал к нам, когда ему было уже 90 лет. Он попросил, и Дмитрий построил ему отдельный дом в нашем дворе. Он там жил. Бастан оттан ити тахана диет уттарбыта тоғымыр кирияғым меха диета тутын диен бейтін бімейте диет уттан белемнен онны кирен. Бәйтін бәйті көрінер еті. Он сказал, чтобы я построил во дворе дом, чтобы он там жил отдельно от нас. Я пригласил своих ребят, и мы возвели домик. Старик в стороне не оставался. Он помог с деньгами для приобретения материалов для крыши. Мы всегда старались выполнить то, о чем он нас просил. А так он сидел у себя дома и работал. Не было такого, чтобы мы постоянно дежурили возле него. Он сам ухаживал за собой, был очень неприхотлив. К нему частенько забегали внуки, и когда мы видели, что он пишет, то говорили малышам, что дедушка работает, и они оставляли его в покое. Мы должны быть благодарны Наталье и Дмитрию за то, что они создали для Ивана Михайловича все условия для плодотворной работы. Ветеран написал здесь немало своих воспоминаний, в том числе посвященных 70-летию Великой Победы. В Мындагае ветеранам подготовлены рукописи книг Чурапчинцы на защите Родины, записки из фронтовых случаев, о Великой Отечественной и других. Все они стали библиографической редкостью. Он уже лежал весь больной и уже не мог подняться, а он очень хотел встать на ноги. У него была огромная тяга к жизни. Иван Михайлович мечтал дожить до Дня Великой Победы. Он завещал, чтобы мы похоронили его на высоком солнечном склоне над прозрачной речушкой. Мы боялись, что не найдем такого места на кладбище, но на наше счастье сразу нашли место его будущего упокоения. Я уверен, что желания человека со светлыми мыслями всегда сбываются. Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Из обращения главы советского государства Иосифа Виссарионовича Сталина к советскому народу в связи с победоносным окончанием Великой Отечественной войны. Иван Михайлович Павлов. Солдат-победитель, учитель, летописец. Сердце ветерана остановилось в августе 2019 года. Ему было 98 лет. Целых 98 лет. Но как же мы все хотели, чтобы Иван Михайлович дожил до 75-летия Великой Победы, а потом и до своего векового юбилея. Эдер чаттар оğullar
Ötten kölüneler bolladı. Kahanlara ulasan baranlar öccü hıcaktara. Bihige onluk iskibera hıllıtıgar hılcıbıppıt. Serihici kor büppütyen öccü kuttu. Vanna oğullar gütörk hepsi yakıt, canlar gütörk hepsi yakıt. Иван Михайлович прожил достойную жизнь. Жизнь, которая всегда будет служить прекрасным примером любви к своей родине. Каждое поколение благодарных чурапчинцев и всех якутян должны открыть для себя своего Ивана Павлова, солдата-победителя, учителя, летописца, и продолжить изучение богатейшего наследия ветерана. И каждый раз мы должны осознавать, что это прикосновение к нашей великой истории, прикосновение к вечности. За все тебя благодарю. Письмо прадедушки. Я горжусь тем, что мой прадедушка – гражданин, патриот, учитель. Говорят, каждый человек – это целая планета. Если бы у меня была возможность назвать планету, я бы назвала ее именем моего прадедушки – Павлова Ивана Михайловича. Анастасия Неустроева, ученица 10 класса, правнучка Ивана Михайловича Павлова. Сериге оқтубут оюттар, сирге симелиен кабакалар, сана бар өртуруя боланар, салгыңа селели